Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУА-24, в студии Татьяна Рамазанова и мой гость, исполняющий обязанности директора агентства по делам молодежи Республики Тыва Эртене Кулар. Здравствуйте. Здравствуйте. Эртене, временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Тавариштаевич Хавалых назначил вас руководителем нового агентства 24 июня. А до этого, вы, наверное, помните, здесь у нас в студии нынешнего года прошло народное голосование. И вы победили, опередив двух достойных кандидатов. Но агентства тогда создано не было, и вы уехали в Москву. Где вы работали? Я, получается, в конце апреля уехал в Москву, работал в научном учреждении. Это Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, подведомственное учреждение Министерства просвещения Российской Федерации. Работал именно по направлению регионального взаимодействия, то есть научной работы нашего института, где проводятся исследования в регионах, в том числе и в Республике Тыва. Эртене, скажите, какое у вас образование? У меня образование экономическое. Закончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности экономика. Так скажем, по воле судьбы занимаюсь общественной деятельностью и последние уже лет 6 занимаюсь, так скажем, деятельностью в сфере образования. Это в том числе общественная деятельность в сфере, в сфере образования. Кстати, насколько я знаю, у вас вообще большой опыт работы в структурах, приближенных к молодежной политике или к молодежи в частности. Расскажите о них. По-моему, вы с волонтерами работали. Расскажите о вашей работе вот именно по молодежи. По молодежи, получается, в целом в молодежную политику, так скажем, я пришел в 2011 году, это 4 марта 2011 года, когда я, будучи студентом Кызыльского автодорожного техникума, меня там мой педагог, руководитель волонтерского отряда Саян Добровна, вместе мы работали, и нас пригласили как активных волонтеров, там городской департамент молодежки в мэрии города Кызыла проводили круглый стол. Точно название помню, но примерно название – это «Развитие добровольства на территории города Кызыла». Тогда были приглашены все волонтеры, общественники города Кызыла. И тогда я впервые познакомился с организацией «Союз молодежи Тывы». Сразу после круглого стола, как мне презентовали деятельность Союза молодежи Тывы, я написал заявление о вступлении. И вот, получается, с 4 марта 2011 года я стал активистом Союза молодежи Тывы. В декабре 2011 года меня избрали заместителем председателя. В 2015 году меня избрали в декабре 2015 года, я был избран председателем Союза молодежи Тывы. Далее, в 2016 году я стал членом Центрального комитета Российского Союза молодежи. И осенью прошлого года, 2020 года, стал членом бюро Центрального комитета Российского Союза молодежи. То есть представлял интересы членов Российского Союза молодежи в Сибирском федеральном округе, высшей руководящей должности, органе Российского Союза молодежи. И параллельно еще работал с августа 2016 года я работал в Российском детско-юношеском центре. Это именно, в частности, деятельности российского движения школьников как региональный координатор. И параллельно еще занимался общественной деятельностью в молодежном парламенте. Вообще большой послужной молодежный такой список. Скажите, пожалуйста, Эртене, у нас сегодня сколько в республике есть молодежных объединений? Допустим, волонтеры, молодежь КОНФ, это все отдельные такие структуры? Смотрите, на сегодняшний день вот понятие молодежных организаций и волонтерских организаций, они совсем разные. Молодежные организации – это с конкретной целевой аудиторией от 14 до 35 лет. Их тоже много. Есть волонтерские организации. Там, получается, волонтером может быть хоть ребенок 3 лет, и до, до дедушки 99 лет. Серебряные волонтеры.
и так далее. То есть они считаются волонтерами, есть молодежные общественные организации. Вот как нам посчитать? То есть- В общем, у нас получается очень много волонтерских организаций и молодежных организаций. В целом, примерно можно считать около 30-40 именно волонтерских и молодежных организаций. Есть благотворительные фонды, они тоже являются, так скажем, частью добровольчества, потому что они несут, так скажем, волонтерскую деятельность. И тем самым таких волонтерских фондов, благотворительных фондов у нас тоже много есть, но действующих, на самом деле, вот работающих, их очень мало. Ну, мы будем сейчас, так скажем, активизировать именно деятельность молодежных организаций, волонтерских организаций. Вот, и будем, так скажем, концентрировать их деятельность, вот, так скажем, в нашей республике. РТН, получается, вы уехали, работали в Москве, и неплохая работа, интересная работа. Но Владислав Хавалык, который формирует обновленную команду, он пригласил вас. Были какие-то поставлены вот задачи, когда вы с ним встретились вот первый раз? Да, конечно, задачи были поставлены. Владислав Тавриштаевич, он прям конкретный человек, и он, так скажем, на первое время дал задачу изучать молодежь, именно что им необходимо, что мы можем молодежи дать и так далее. Пока, ну, то есть первостепенная задача у нас вот такая. То есть, получается, какие-то социологические опросы сейчас проводятся? Пока да, то есть я уже успел, ну, то есть в онлайн-формате встретиться со специалистами по делам молодежи в муниципальных образований. В планах сейчас еще в онлайн-формате встреча с центрами молодежных инициатив в муниципальных образований. Как я знаю, на сегодняшний день 12 центров молодежных инициатив. У них тоже, так скажем, свои проблемы, свои видения. Хотелось бы с ними встретиться. Ну и дальше, получается, уже у меня пойдет серия встреч с конкретным, так скажем, с конкретной целевой аудиторией. То есть по культуре, там, с молодежью, которая занимается культурой, по экологии, по здравоохранению и так далее. То есть, ну, со всех сфер деятельности, где молодежь, так скажем, большинство, с ними поговорить, что им необходимо, что мы можем дать этим ребятам, что они могут нам, чем они могут нам помочь и так далее. То есть, ну, в таком ключе просто в формате общения и так далее. Ну, и также мы на сегодняшний день уже запустили, ну, так скажем, Google опросник, ну, это, так скажем, не общедоступный, да, то есть конкретно мы направляли руководителям центров молодежных инициатив, специалистам по делам молодежи, чтобы понять именно по мероприятиям, по плану, по деятельности, что им необходимо. Потому что в целом разработать этот план мы сами тоже можем, да, но когда снизу идет, так скажем, инициатива, мне кажется, тогда будет очень интересно работать и для самой молодежи, и для нас. РТН, ну вообще вы попали на такую непростую работу сейчас. По молодежи, ведь когда был Советский Союз, у нас закончился комсомол, пионерия и так далее. И вот все эти молодежные движения, они то возникали, то затухали. И по агентству тоже оно нужно было, потому что есть молодежь, нужно агентство. Но ведь с людьми должны работать именно те специалисты, которые сами горят, которым самим интересно. Поэтому кадровый вопрос, кто будет решать в вашем агентстве, чтобы там были, как Владислав Тавриштаевич говорит, не чиновники, а люди, горящие сердцем. То есть кадровый вопрос, как вы будете решать? Ну, кадровый вопрос у нас должны быть молодые люди, если даже будут люди, так скажем, 35+, ну, которые выходят из-за, так скажем, границ молодых людей, тогда они должны быть вот душой уже молоды, вот наравне с молодыми людьми. Вот это чисто мое видение о том, чтобы быть, так скажем, на одной волне со всей молодежью. РТН, но канал ОТР смотрит вся республика, поэтому хотелось бы узнать видение работы с сельской молодежью. Наверняка у вас уже есть. Да. В своей деятельности, ну, то есть деятельности агентства, я планирую прям
основное направление – это работа с муниципальным образованием, потому что на сегодняшний день с ними работать, то есть муниципальным образованием молодежи, именно сельской молодежи, необходима поддержка, необходимо стимулировать их деятельность, то есть добровольческую их деятельность внутри муниципалитета либо села. И тем самым считаю о том, что работа с сельской молодежью – это один из наших приоритетных направлений по деятельности агентства. Но вообще молодежь такое размытое понятие. Это ведь и школьники, студенты, это работающие люди, те, кто учатся, молодые семьи. И всех их нужно объединять, наверняка каждую группу своей задачи. Например, если мы возьмем молодые семьи, бывают 20-25 лет, там же есть разные программы, чтобы человек, во-первых, может быть, получил жилье, смог построить себе дом, но и заниматься чем-то полезным в общественном плане. Я думаю, что у вас сейчас вот такая пойдет разработка всех направлений, так? Да. Смотрите, у нас в целом, получается, в молодежной политике есть 3 категории. Это учащаяся молодежь, это студенческая молодежь, это работающая молодежь. Под работающей молодежью понимается не только молодежь, которая работает, да, но и безработные и так далее. То есть те, кто уже вышли за пределы студенческой молодежи. Это может быть там варьируется именно по возрастам. Допустим, человек 24 лет, он может уже студенческую жизнь уже закончил, уже может, так скажем, работать, то есть переходит в категорию работающей молодежи. У каждого, так скажем, свои потребности. Для школьника, учащейся молодежи, там своя потребность, для студентов своя потребность. Мы не можем, допустим, то, что разработали для учащейся молодежи, мы не можем это предложить для работающей молодежи. И то же самое для студенческой молодежи. То же самое, что было разработано мероприятие именно для работающей молодежи, мы не можем предложить это для студентов и для школьников. И поэтому для каждой категории будет уже разработан конкретный план мероприятий по интересам их интересам. Далее у нас получается уже со если вот схематично смотреть, студенческая молодежь и работающая молодежь, там есть молодые специалисты, уже там вниз пошли, да, там конкретно молодые специалисты, молодые семьи, там кто там могут быть у нас. Молодые специалисты, да? Да, неработающая молодежь. То есть имеется в виду и неработающую молодежь, и там, так скажем, неорганизованные молодежь студенческого возраста, грубо говоря, да. То есть там уже идет прям конкретно, так скажем, да. То есть, а так у нас 3 направления, которые там между собой где-то пересекаются, но где-то не очень пересекаются. Поэтому нам необходимо будет выстроить план именно по 3, так скажем, 3 категориям молодежи. РТН, скажите, пожалуйста, Владислав Хавалых, временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва, он человек конкретный и работает на результат. Наверное, он у вас уже спросил, когда будут РТН первые результаты, когда мы сможем посмотреть, что сделано? Когда мы можем посмотреть, что сделано. В правильном ли направлении вы движетесь? Я считаю, да, в правильном направлении, потому что на сегодняшний день число молодых людей почти 103 тысячи человек, это 31% от всего населения республики. Так скажем, людей, которые, с кем мы будем работать, то есть целевая аудитория у нас огромная, и поэтому я примерно ставлю, так скажем, цель о том, что конкретные результаты у нас, я думаю, к концу года у нас будут, так скажем, первые результаты уже в течение 6 месяцев. Что ж, тогда с вас и спросят, и я думаю, что мы вас пригласим снова в нашу студию. Огромное вам спасибо, удачи в этой непростой работе, серьезное поприще, молодежная политика. Я напоминаю, что это была программа «Интервью дня» на телеканале ТУА-24, а гостем в студии был исполняющий обязанности директора агентства по делам молодежи Республики Тыва РТН Кулар. Спасибо. Всего доброго. До свидания.